Приезд народной артистки Абхазии и заслуженной артистки России Алисы Гицба в Сухум ознаменован важным культурным событием. 26 октября со сцены Госфилармонии будут звучать конкурсанты второго международного музыкального конкурса, которым посчастливилось пройти в полуфинал и стать лауреатами. Конкурс, кстати говоря, в этом году расширил круг участников. Теперь номинация «Академическое вокальное исполнительство» дополнена искусством ансамбля. В прошлом году у нас была немножко другая команда, которая делала первый конкурс, и он был сугубо вокальный. Потом команда поменялась по разным причинам, но, скорее всего, главная причина – это то, что у них очень много своих собственных проектов. Они просто на мой проект очень много сил уходило и много времени. Тогда они уже должны были отказываться от каких-то своих проектов. Поэтому у нас команда поменялась. Тем не менее, конкурс международный, но он уже поменял свое название с вокального на музыкальный. География участников конкурса была настолько обширна, что решили проводить первый этап с помощью видеозаписи. Жюри, а это лучшие музыканты с безупречной музыкальной репутацией, получили 88 заявок. После прослушиваний для дальнейшего участия в конкурсе было отобрано 69 исполнителей. Как и предполагалось, отбор был жестким. Ансамбли у нас были номинации: вокальные ансамбли, струнные ансамбли, камерные ансамбли. Всего на третий тур прошло 29 вокалистов. Очень жесткий отбор, потому что очень сильный уровень, очень. И ансамблей прошло 7. К сожалению, трио «Мелоди», вокальное трио, которое прошло на третий тур, приехать, к сожалению, не может. Там есть определенные проблемы, но тем не менее их участие зафиксировано, потому что мы все наши дни прослушивания второго тура транслировали онлайн, ВКонтакте, в сообществе. И я очень рада тому, что очень большое количество просмотров, там за 5000 уже заходит. И да, и все участники, и их болельщики, и родственники, и знакомые, и друзья, все смотрели эти онлайн-трансляции, все комментировали, и что не может не радовать, что ни одного отрицательного комментария не было. Жюри у нас очень объективное, очень строгое, но справедливое. Алиса Гицба с нетерпением ждет приезда конкурсантов и всех членов жюри. Ведь этот конкурс для нее не очередной реализованный проект, а куда более важная работа для выявления талантов. Но на этом, как отмечает Алиса Гицба, работа конкурса не заканчивается. Ведь предусмотрены и специальные призы, благодаря которым победители смогут сделать важные шаги в развитии своей карьеры. Общий фонд денежных призов составляет свыше 800 тысяч рублей, 200 из которых получит главный победитель, обладатель гран-при. Мы делаем этот конкурс для чего? Для того, чтобы открыть новые имена и дальше помогать им продвигаться. Потому что я знаю по себе, молодой человек, только закончивший консерваторию, не имеющий никаких связей, никаких денег и спонсоров, пытается как-то открыть дверь в этот мир. Но двери бывают часто закрыты. И нужно как раз иметь кого-то, продюсера или агента, который бы дальше работал уже над тем, чтобы это имя звучало, чтобы у человека была возможность показать себя на профессиональной сцене, расти, участвовать дальше в каких-то новых конкурсах, состязаниях. То есть как развитие его как профессионального музыканта. Что особенно важно, среди конкурсантов есть наша соотечественница, юная, 18 лет, но, как отметила Алиса Гицба, с серьезной биографией. София Саканя выступила так, что от эмоций в жюри не могли сдержать слез. София Саканя, которую пока никто не знал до определенного времени в Абхазии, она тихо-молком расцвела в Москве. Она студентка Мерзляковского колледжа при консерватории, 4-й курс. У нее очень солидная биография, послужной список. Я посмотрела, она во многих конкурсах принимала участие, и во всех конкурсах она брала первые места. А на одном конкурсе, последний ее был конкурс, это конкурс имени Валентины Левко в Москве, она получила гран-при.
Вот для меня это открытие. Я считаю, что ради вот такого одного даже человека, нового, да, имени, стоит проводить вот этот конкурс. Очевидно, что звездочки будут светить еще ярче, если рядом именитые артисты. Ведь творчество – материя хрупкая и одновременно безграничная, всегда нуждается во всесторонней поддержке. Хотела бы выразить слова благодарности президенту Республики Абхазия за поддержку в реализации проекта, а также Министерству культуры. Что касается проекта Алисы Гицба, это уже второй проект, второй конкурс. Как мы надеемся, он будет ежегодным. Конкурс является международным, соответственно, мы поступательно расширяем горизонты, участников становится больше, непосредственно участников на будущее, я думаю, все-таки будет больше по количеству стран. Мы движемся, я думаю, в правильном направлении. На мой взгляд, имеет определенный смысл для того, чтобы наше будущее поколение, подрастающее поколение смогло себя проявить в области культуры и искусства, тем самым обогащая свои знания в этом направлении. Конкурс, учрежденный совместно с Москонцертом при генеральном спонсорстве корпорации «Росатом», несет как раз эту миссию. И в ближайшие дни со сцены Государственной филармонии имени Раждена Гунба будут звучать изумительные голоса и музыка. — 26 октября завершается наш конкурс торжественной церемонии вручения премии лауреатам и гала-концертом с закрытием с участием лауреатов и членов жюри. В этом концерте примет участие симфонический оркестр Владикавказского филиала Мариинского театра, художественным руководителем которого является Валерий Бесалович Гергиев. Продирижирует этим оркестром Заурбек Гуккаев, это народный артист Осетии. Наш камерный оркестр примет участие, это будет сводный состав оркестра, дирижировать будет народный артист Абхазии Давид Терзян. Начало церемонии и концерта в 19:00 вот здесь у нас в филармонии. Билеты будут продаваться в кассе, поэтому приглашаем всех, приходите послушать нашу девочку и всех остальных. Поддержите, мы будем очень рады вас видеть. Асида Малия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.